Доброе утро, дорогие наши телезрители! В эфире «Утро Калмыкии» и сегодня с вами я, Амулан Гаджаданова. На календаре 9 сентября, четверг. Приход осени для многих ассоциируется с депрессией и апатией. А нотки грусти то и дело проскальзывают на лицах людей. Стоит посмотреть на это время года под другим углом. Летом изнуряющая жара, а осень – идеальная пора для приобретения новых знаний и навыков. Тем более, что мозг, которому привычна повышенная активность именно в осенний период, поможет вам быстрее втянуться в обучение и эффективнее усваивать новые знания. Например, по мнению специалистов, чтобы утренняя зарядка вошла в привычку, надо регулярно ее выполнять в течение 30 дней. И через месяц упорных тренировок наступит день, когда вам больше не придется заставлять себя. Вот и наши фитнес-тренеры делают это легко и непринужденно. И сейчас они уже готовы заряжать вас своей энергией и позитивом. Доброе утро, Калмыкия! Меня зовут Кермен, я инструктор Пордебра. Сегодня мы будем заниматься с фитболами. Это наш помощник. Приступим. Правой рукой держим мяч и прокатываем его. Меняем левой ручкой. Еще повторим. Корпус здесь держим, плечи от ушей. Живот собран. Раскрываем ладонь правую. Левую. Левую руку поднимаем наверх. Центр. Вперед с прямыми ногами. На себя. Сгибаем ножки. Еще. Прямые. Сгибаем. В левую сторону. Прямые ножки. Сгибаем. В правую. Прямые. Правой рукой делаем круг, раскрываем, закрываем. Левой. Поднимаем мяч на себя и делаем выдох. Копчик подворачиваем, плечи от себя. Еще. Делаем в левый круг. Еще один. Право. В центре остаемся и выдох. Еще. Мы закончили тренировку. Всем хорошего дня. Всем счастья, здоровья. В общем, занимайтесь спортом. Нужно только ваше желание. Мы продолжаем наш утренний эфир. С вами Амулан Гаджаданова. И сегодня гость нашей студии Борис Бельтинов, предприниматель и общественный деятель. Борис, доброе утро, рада вас видеть. Доброе утро, взаимно. Борис, расскажите, с чего вы начинали вашу карьеру? Я знаю, что вы более 15 лет уже проживаете за пределами республики. Да, я проживаю в Москве. В 2005 году, закончив наш Калмыцкий государственный университет, так случилось, что пришлось уехать за пределы республики. Я думаю, так же, как и многие студенты это делали. Полгода я пробовал в Питере, в Санкт-Петербурге по приглашению друга. И далее судьба отправила, скажем так, в столицу нашей Родины. Ну, молодому студенту начинать карьеру достаточно тяжело, не имея каких-то именно практических знаний, куда направить свое будущее, как выбрать именно ту профессию, которая в дальнейшем будет приносить тебе удовольствие. Пришлось и в общепите поработать, и грузчиком где-то.
Вот. Ну, благодаря, в принципе, я так понимаю, ну, уверен в этом, что моим знаниям, которые я получил в родном университете, выбрал профессию HR-специалиста. Ну, то есть вот с этого карьера началась. Ну, скажем, проработав где-то 5, 6, 7 лет в организациях, пришел к тому, что достаточно за короткий срок я уже руководил большим подразделением. Это был и подбор персонала, и кадровое дело производства. Пригласили в дальнейшем, это была британская аутсорсинговая компания, тогда в первый раз с этим столкнулся, где все разговоры, вся переписка шла на английском языке, на языке носителей, бенефициаров бизнеса. Вот. Ну и уже в 2012 году уже больше задумывался о своем бизнесе и, в принципе, вот, рискнув, шагнул в это интересное, сложное и загадочное вот такое поле, как бизнес. То есть вы построили себя сами, начиная с, когда вы были студентом, еще молодым парнем. Сейчас уже вот перед нами сидит такой важный, серьезный, деловитый предприниматель, скажем так. Можно это сказать. Да, о важности можно, в принципе, как бы я достаточно скромный человек в жизни, то есть не публичный. Ну вот на протяжении уже 10 лет одна компания, то есть это сейчас уже группа компаний, это и транспортная логистика, и это и аутсорсинг персонала, транспортная обработка грузов. В компании сейчас на данный момент работает более 500 человек. Она живая, она работает, то есть уже на протяжении, это достаточно серьезный игрок на рынке Москвы и Подмосковья, в своем секторе, определенном сегменте. Вот. Но опять же сейчас, я как бы себя и называю предпринимателем, в принципе, в душе, да, вот судьба, скажем так, завела меня на определенный путь и дорожку, и ввиду вот этих обстоятельств я принял решение сейчас выйти из бизнеса, вот непосредственно из того, который я начинал, который я создавал, для других, более важных, наверное, сейчас в данный момент в моей жизни целей. Угу. Борис, мы сразу перешли к вашей карьере. А где прошло ваше детство? Детство прошло в Элисте. Я родился в Элисте, во втором микрорайоне. Наш знаменитый дом, так называемый в городе, его знают как 45-й дом. То есть это два соединенных дома, 22-й, 23-й. Учился в 17-й школе, то есть с 1 по 11 класс. Отдельно хотел бы выразить и благодарность большую человеческую моему классному руководителю. Это Караваева Галина Николаевна. Это, как мы говорим, это наша вторая мама. Это человек с большой буквы, человек, который нам дал очень-очень много в жизни. И вот благодаря ее человеческим каким-то качествам и тем знаниям, у нас был математический класс, я думаю, что это сыграло не последнюю роль и в карьере, и в целом в жизни. Борис, почему, вот проживая в Элисте, проведя все детство в Элисте, вы задумались над таким интересным проектом, строительством хурула в Яшалтинском районе? Немножко предыстории. После Сибири Эджа с Авой, бабушка с дедушкой, они, в принципе, родом с так называемой области войска Донского. Это калмыки, донские казаки, которые проживали сейчас ныне Ростовской области. После Сибири, естественно, собрав всех родственников, они отправились туда же. Понятно, это уже были не калмыцкие земли. Вот какое-то время жили в Городовиковском районе, Яшалтинском районе. Далее, когда образовался и Кибрульский район, Басан Бадминович когда позвал поднимать, и, собственно говоря, туда уехали. И параллельно 2016-2017 год это был. Мы с супругой были в Ставрополе, в Краеведческом музее местном. И там впервые я увидел зеленую тару, танку, которая вышита золотыми нитями. И история ее такова, что она создавалась именно для хурула, который был построен в 1912 году, ко дню 300-летия дома Романовых.
Вот. И, ну, в дальнейшем, когда советская власть пришла, скажем так, на эти земли, танка была утеряна, и вот появилась она в Ставрополе, если не ошибаюсь, там на Башинном рынке, ее женщина выкупила. Это единственный район, где нет буддийского хурула. И были попытки, я знаю, были попытки строительства и в 90-е, и в нулевые годы, там, в общем-то, даже люди деньги как-то собирали. Ну, это я вот по рассказам местных жителей. На самом деле думал, все намного проще. Вот есть деньги, пришел, там, построил хурул, собрали людей. Нет, на самом деле все не так. Я был на собеседовании не один раз у Шаджин Ламы Тевтул Римпоче. Вот. Для этого необходимо было создать буддийскую общину именно там на территории. Это достаточно сложный, долгий процесс, который длится там более 3 месяцев. Этот путь был пройден, и в принципе это был 2019 год. Мы получили одобрение от Шаджин Ламы на строительство. Уже у нас как бы в перспективе был выкуп земли, так называемый саланг, звучит он. Но мы встречаем 2020 год, тяжелый пандемийный, не менее, опять же, тяжелый начало 2021 года. Вот. И в июле этого года, вот совсем недавно, состоялось, ну, я так думаю, величайшее событие для жителей Ишалтинского района и в целом для республики. Мы, собственно говоря, сделали вот этот обряд выкупа земли. Ну и сейчас мы, скажем так, на финишной прямой. Сейчас мы выбираем подрядчика. Параллельно идет выбор эскизов архитектуры, выбор проектной команды, которая будет все это создавать. Возможно, это примет вид тендера, я пока не знаю. Но, опять же, мы хотели бы воссоздать, может быть, конечно, не точную копию, но что-то, вот то, что напоминало бы, да, именно тот боготуктумовский хурул, который был построен в начале прошлого столетия. И мы консультировались, и консультируемся с нашим духовенством, как это должно выглядеть, каким образом внутренние, скажем так, помещения. Потому что и Шаджин Лама подчеркивал, что это, возможно, может стать, скажем так, ну, местом притяжения. Сейчас все знают Ишалтинский район как место, где есть соленое озеро, грязи, тюльпаны. Ну и в том числе я уверен, что и туристы, и в первую очередь наши жители нашей республики будут знать, что это место, где есть вот такой красивый хурул, куда можно прийти и, ну, помолиться. Угу. То есть уже можно сказать, что дело практически осталось за малым, и в скором времени, я думаю, вы порадуете нас открытием хурула в Ишалтинском районе. Да, здесь время, конечно, очень относительно, да, скорое время. Мы сейчас понимаем, что сейчас в данный момент экономика достаточно сильно поменялась, да, и если уже касается там каких-то таких технических вещей, что и материалы подорожали, ну, в разы. Но, тем не менее, мы руки не опускаем. Мы понимаем, что вот это не будет там, год, полтора, два. Да, мы понимаем, что это вот промежуток для себя. Мы как-то поставили такую цель, что, ну, в течение 5 лет, скажем, да, вот такой промежуток, когда мы можем полностью вот это дело все воссоздать. Как говорится, загадывать не будем. Ну, как, опять же, вот на обряде и Шаджин Лама сказал, взяли за это дело, это сложное дело достаточно, да. И мне вот на собеседовании говорил, что вот это такая инициатива, это очень хороший момент, инициатива очень хорошая, но будь готов пройти достаточно сложный путь. Вот, в принципе, я эти изменения уже вижу там, на протяжении 2-3 лет. Как, опять же, повторюсь, Шаджин Лама сказал и не раз, чтобы не было разговоров, пересудов, вот, как у нас, чтобы не мешали люди, да, просто есть и как-то и за спиной какие-то разговоры. Потому что, опять же, говорю, вот были попытки уже, и каким-то образом даже люди, ну, скажем так, вот 2 года назад, когда я общался с людьми, со старожилами, что у людей, ну, скажем, уже нет веры в том, что хурул может появиться. Но, тем не менее, уже сделан обряд, и мы это публично везде заявляем.
и в соцсетях, что мы сейчас на виду, пожалуйста, можно всегда смотреть, как идет, как этот процесс будет идти. Ну, то есть сейчас, как в наше нынешнее время, да, мы можем все увидеть, достаточно большое количество информации. Ну, без сложности никуда. Я точно знаю, среди наших зрителей есть жители Яшалтинского района. Если же они захотят, наоборот, таки помочь, внести какую-то свою лепту в строительство Хурула, могут ли они к вам обратиться? Да, безусловно, это будет. Чуть позже мы это объявим. Уже, в принципе, вот после выкупа мне пошли звонки и сообщения в Инстаграм от жителей местных, как мы можем помочь, ну, начиная от финансовой какой-то помощи, заканчивая помощью обычной, там, да, какие-то работы произвести. Ну, в принципе, мы не хотели изначально рассчитывать на средства местных жителей. Вообще, в принципе, чтобы, ну, как это, как правило, бывает, что люди несут деньги. Мы все-таки рассчитываем на свои силы, на силы там, друзей, предпринимателей, кто-то откликнется. Более того, основной момент – администрация нам выделила участок земельный, на котором мы сейчас вот будем производить работы для того, чтобы пускать средства от реализации продукции полностью на строительство Хурула. Жители, конечно, могут вносить свою лепту. Однозначно, чуть позже, опять же, говорю, будет объявлен и в соцсетях мы покажем реквизиты, куда люди могут перечислять по желанию, опять же, только по желанию, да, перечислять свои средства, только на расчетный счет. То есть никаких наличных денег, все должно проходить только через расчетный счет. Так, в принципе, да, это не возбраняется, и наш Верховный Лама об этом тоже говорил, что если люди захотят, это можно. Борис, у вас еще очень интересная жена, у вас такая интересная семья. Расскажите, чему вы уделяете свое свободное время? Ну, сейчас в данный момент свободного времени крайне мало. Приходится жить сейчас на 2 города и какие-то командировки в другие города. Вот. Ну, все свое свободное время я провожу с семьей, у нас маленький ребенок, сын. Борис, а что вас так вдохновляет? Есть ли какие-то, может быть, определенные люди, с которых вы берете пример? Или какие-то ваши качества, которые помогают добиться вам нужных результатов? Ну, для меня всегда таким столпом и примером был мой Ава, которого, к сожалению, не застал, он ушел из жизни до моего рождения. Но, опять же, по рассказам и мамы, и родственников, это был человек, который, во-первых, прошел всю войну, человек чести и достоинства. Ну вот, что касается именно родственников, то, наверное, это, да, мой Ава. А так я всегда, опять же, и равнялся, наверное, ну, это Басан Бадмирович Городовиков. Скорее всего, это вот такой, скажем, яркий пример и человек, на которого я хотел бы похож. Ну, у меня, конечно, своя судьба и свой характер, но, опять же, вот именно Басан Бадмирович Городовиков. Это для меня пример. Ну, я думаю, Басан Городовиков – пример для всех почти жителей республики нашей. Борис, впереди какие-то цели, проекты, планы. Можете поделиться некоторыми из них? Ну, можно, в принципе, да, немножко вперед забежать, если мы не будем касаться вот именно строительства Хурула и каких-то вот духовных вещей. Конечно, я как предприниматель очень переживаю за нашу республику. И в мыслях, конечно, есть проекты, которые могут осуществиться. Не хочется о них, скажем так, во всеочию кричать, объявлять. То есть я люблю делать это молча. Задумал, сделал, осуществил и так далее. Да, конечно, очень хочется, чтобы в нашей республике появлялись производства, переработка. То есть, и, в принципе, я все это время, вот как мой бизнес был, это предоставление услуг. Но всегда хотелось заниматься производством, то есть создавать продукт, создавать что-то полезное для людей. Здесь, опять же, вот в бизнесе для меня это вот такие ориентиры, есть такие предприниматели, их много, конечно, да, но я из них таких могу выделить господина Рыбакова и господина Колесникова. Это
люди, которые создали компанию «Технониколь». Это гигантская организация, гигантская компания международная. Это люди, которые… То есть уровень мышления этих людей, он совершенно иной. То есть изначально у них было понимание, что мы хотим производить что-то полезное для людей. Они изготавливают кровлю, вот эти все строительные материалы. И в данный момент они являются и меценатами, и много-много времени и денег тратят на благотворительность. То есть это вот такой идеал для меня, скажем, да, как для предпринимателя. Что касается нашей республики, да, очень хотелось бы в ближайшем будущем все это реализовывать. Борис, благодарю за то, что поделились с нами своими ближайшими целями и планами, с нашими телезрителями. Желаю вам всего отличного, чтобы все получалось непременно. А сейчас у вас есть прекрасная возможность пожелать всем нашим жителям республики, нашим телезрителям доброго утра. Спасибо за пожелания. Хотел бы, пожелать нашим жителям доброго утра, всех благ, здоровья в этот сложный период, счастья. Любите свою родину, любите свою республику. Спасибо большое. Ежегодно 9 сентября отмечается Всемирный день красоты. Давайте вспомним, кого называли иконами стиля и как зарождалась индустрия красоты. Законодательницей мод в Древнем Египте считалась Нефертити, а первый египетский справочник о красоте составила Клеопатра. В нем были расписаны рецепты, а также способы приготовления духов. В эту же эпоху появились румяна и пудра, а вот наши предки больше ценили духовную красоту прекрасной половины человечества. Но калмыцкие женщины все же тщательно заботились о своем внешнем виде. Косметикой они не пользовались, но наводили красоту с помощью причесок и нарядов. Тогда калмычки носили легкие длинные платья до пят, любили кольца и серьги. Сегодня понятие красоты у современных девушек немного другое. Об этом наглядно демонстрирует видеопроект «100 лет калмыцкой красоты», созданный талантливой молодежью. И я думаю, у них отлично получилось. Друзья, мы продолжаем наш утренний эфир. Прямо сейчас расскажем вам об актуальных событиях нашего региона. Не переключайтесь. Лучших предпринимателей Калмыкии наградят премией «Бизнес-успех». 1 октября в Элисте состоится региональный этап национальной премии, на котором выберут лучшие бизнес-проекты региона. Конкурс пройдет в рамках экономического форума «Элиста-2021». Победители получат призы для личностного роста и развития своего бизнеса, обучение в бизнес-акселераторе, бизнес-литературу, а также медиапродвижение. Конкурс будет проходить в нескольких номинациях: лучший молодежный проект, лучший сельскохозяйственный проект, лучший социальный проект, лучший проект в сфере торговли и услуг и другие. В рамках мероприятия для предпринимателей будет организована комплексная деловая программа, мастер-классы по бизнес-тематике и круглые столы для обмена опытом. Главная цель проекта – популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России,
а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Регистрация на премию доступна по указанной ссылке. Представители футбольного клуба «Уралан» подвели промежуточные итоги и ответили на вопросы болельщиков. Прежде всего, президент клуба Санджи Дарджиев выразил благодарность всем, кто оказывает поддержку спортсменам. Поблагодарить наших болельщиков, наших футбольных фанатов, любителей футбола за оказанную поддержку, которую мы ощущаем и на домашних матчах, и на выездных, тем более. Да, также отметить подготовки футбольный клуб «Уралан». Это, в первую очередь, слова поддержки и слова благодарности главе Республики Калмыкия Бату Сергеевичу Хасикову, министру спорта Республики, спорта и молодежной политики Республики Калмыкия Батырову Геннадию, Константину Геннадьевичу. Это данная благодарность, это не громкие слова, а это предоставление у нас футбольных полей для тренировок, игр, предоставление автотранспорта, также материальная помощь нашим футболистам, которая оказывается уже непосредственно и в срок выдается нашим футболистам. Я хотел бы начать. Спасибо. По словам тренера Нарана Цатхланова, первостепенная задача, а именно популяризация футбола среди молодежи, успешно достигнута. Состав желто-синих на сегодняшний день самый молодой. Многие игроки еще учатся в школе. В свою очередь, пресс-атташе Станислав Пода отметил, что значительно выросло число болельщиков, а благодаря трансляции, которую организует РИА Калмыкия, домашние матчи доступны для просмотра не только жителям республики, но и тем, кто следит за успехами земляков, будучи в другой стране или регионе. Кстати, очередная игра в рамках 3-го дивизиона чемпионата России состоялась вчера с «Динамо» Махачкала. Ответный матч пройдет 19 сентября. 22 сентября наша команда в Элисте сразится с Дербентом и 30 сентября на выезде с Волгарь-М. Как отметил тренер, ребята настроены только на победу. Сейчас, после 13 туров, команда подошла к такому плато, знаете, то есть давно такого не было, чтобы ребята тренировались каждый день, да, и играли раз в неделю, то есть не через неделю, среда-среда. Это тяжелый график был, но сейчас вроде как все подошло к тому, что все пришло наконец-то к тому, что все, ребята уже быстрее восстанавливаются, привыкли к этому режиму, и думаю, дальше будем только прибавлять в этом направлении, хотелось бы. Потому что вначале было много травм из-за этого. Сейчас все вроде устаканивается потихоньку. Сейчас ребята себя чувствуют хорошо. У нас в ближайшие 5 игр у нас задача стоит каждый матч выиграть. И поэтому мы на это настраиваемся и будем к этому стремиться. Ну, это большая ответственность представлять родную республику на всероссийских соревнованиях. Я давно об этом мечтал еще с детства, чтобы у нас была команда в Элисте, поиграть в родной команде. Ну, и себя в этой команде ты чувствуешь себя, как бы сказать, хорошо, тебе комфортно, потому что это родная республика, родная команда. Ну, на выездных играх чувствуется вот поддержка от болельщиков, которые все время ездят, как говорил Стас. Но если победа, конечно, эмоции очень большие, и вдвойне радуйся, потому что это выездная игра. А наш эфир подошел к концу. Желаю всем отличного дня.